Поговорим вот на какую тему. Утром 6 ноября десятки крымских татар, среди которых ветераны крымско-татарского национального движения, активисты, а также родственники арестованных и заключенных, собрались у здания Совета министров в Симферополе. Они требовали встречи с подконтрольным России главой Крыма Сергеем Аксеновым. Собравшиеся считают, что Сергей Аксенов, цитата, «допустил некорректные высказывания в отношении их детей». Речь идет о записи, которую оставил российский глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. Там он благодарит сотрудников ФСБ, МВД, Национальной гвардии России, всех, кто, цитата, «защищает крымчан от существующих угроз». Высказывая благодарности в адрес силовиков, Аксенов имел в виду системные преследования крымских татар по обвинению в причастности к организации Хизб ут-Тахрир. Некоторые наблюдатели сравнивают вот эти попытки крымских татар вести разговор с российскими властями Крыма с действиями активистов крымско-татарского национального движения в советские годы. В середине 80-х инициативные группы крымских татар регулярно требовали встреч с руководителями Коммунистической партии Советского Союза. И тогда же вышло знаменитое сообщение телеграфного агентства Советского Союза, которое многие крымские татары сочли оскорбительным. Было это летом 1987 года. Там, по сути, это сообщение, которое было опубликовано без подписи, это была реакция на попытки крымских татар встретиться с советскими руководителями, чтобы добиться возвращения на историческую родину. Но в целом этим сообщением ТАСС еще раз попытался оправдать акт геноцида, акт депортации крымских татар. Напомним предысторию конфликта текущего между крымскими татарами и Сергеем Аксеновым. В ночь со 2 на 3 ноября сотни крымских татар выехали из Крыма, чтобы поддержать фигурантов красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир Рустема Эмир-Усинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева. В тот день Южный окружной военный суд суммарно приговорил 3 крымских татар к 42 годам тюрьмы. Активистам так и не удалось попасть на это судебное заседание. На выезде из Крыма их заблокировали несколько патрулей полиции. Адвокат Эмиль Курбединов тогда заявил, что российские правоохранители намеренно не пропускали автомобили, чтобы крымчане не успели на приговор соотечественникам. Арестовывают ребят, обвиняют в экстремизме, в терроризме. Народ, крымско-татарский народ, едет их поддержать. По дороге смотрят, если бородатые, останавливают, забирают паспорта, что-то у них зависает. Уже все у них зависшее, я не знаю, что еще не зависшее здесь. Нету никаких прав. Наверное, нас тоже хотят превратить вот в быдло. Натуральное быдло хотят нас превратить. Крымско-татарский народ хотят положить на колени, и чтобы мы ползали на коленях, и причем еще хлопали и радовались. Вот что делают с нами сегодня. Это больше никак нельзя прокомментировать. Человек в погонах говорит, я не знаю, что я делаю. Я не знаю, кто мне сказал, мы не знаем, кто ему приказывал. Это какое-то тайное, какое-то, я не знаю, где мы находимся вообще. Это государство или какое-то, я не знаю, масонское ложе какое-то тайное. Где люди пропадают, где людей сажают. Многодетных людей сажают, обвиняя их в том, чего в Крыму вообще ни раз еще не произошло. Я не знаю, что будет дальше. Это просто беспредел. Эта ситуация продлилась фактически до утра, потому что в районе 7 часов утра, уже 3 ноября, крымским татарам на Керченском мосту вернули документы. После 10 часов ожидания люди вернулись обратно в Крым и направились к зданию Крымского гарнизонного военного суда. Там оглашали приговор по видеоконференц-связи с военным судом в Ростове-на-Дону. Сергей Аксенов отреагировал на эти события следующим образом. Далее мы послушаем цитату. Это его запись на его странице в Facebook. Российский глава Крыма благодарит сотрудников ФСБ, МВД, Национальной гвардии, всех тех, кто, цитата, защищает крымчан от существующих угроз. Давайте послушаем прямую речь. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 3 участникам крымской ячейки международной террористической организации Хизб ут-Тахрир. Напомню, что они были задержаны в феврале 2019 года, осужденные получили 17, 13 и 12 лет колонии строгого режима. Накануне сотрудники правоохранительных органов остановили на Крымском мосту группу граждан, направлявшихся на заседание суда, чтобы, по их словам, поддержать осужденных. Отмечу, что сам факт принадлежности к Хизб ут-Тахрир, цель которой заключается в построении всемирного халифата,
акта уже является нарушением российского законодательства, так же, как и поддержка терроризма. Уверен, что наши правоохранители разберутся в ситуации и примут необходимые решения в рамках закона. А крымским сторонникам Хизбут Тахрир настоятельно советую отказаться от идей, которые проповедует эта террористическая секта, прикрывающаяся религией, и обратиться к мирным, духовным и нравственным ценностям. Таких случаев немало, и, как показывает опыт, это всегда приносит пользу как самому человеку, его родным и близким, так и обществу в целом. Системная работа по противодействию экстремизму и терроризму ведется постоянно, и оно будет продолжено. Благодарю сотрудников ФСБ, МВД, Национальной гвардии, всех, кто стоит на страже закона и порядка, кто защищает крымчан от существующих угроз. Сразу исправлю оговорку. Это была, конечно же, не прямая речь. Это была цитата Сергея Аксенова, то, что он сам написал в Facebook, а мы для вас озвучили. Вот именно это высказывание российского главы Крыма спровоцировало крымских татар выйти 6 ноября под здание Совета министров Крыма. Давайте послушаем, чего именно требовали собравшиеся 6 ноября крымские татары. То, что сегодня происходит, это опять-таки продолжение того, что делала советская власть. Создавали комиссии, Дагужиева комиссия была, Янаева комиссия была, и все крахом. Народ сам вернулся. Наш народ к властям, если хотите, полностью не верит. Это уже выработался определенный иммунитет. Когда нам обещают, значит врут. Создавая комиссию, не хочешь решать. Поэтому у нас просто просьба, да. У меня 2 племянников забрали. Их дядю взяли. У каждого здесь пришли и меня обвинили в терроризме. Моя мать была дочерью врага народа. И всю жизнь до 90 лет, по крайней мере, до конца 90-х годов она жила с этим клеймом. Ее 16-летнюю обвинили в предательстве. До каких пор это будет продолжаться? Это что, возвращение советской власти, советского времени, что ли? Кроме того, на выступление Аксенова идут комментарии, где явно проявляется шовинизм. И те, которые ненависть к крымским татарам, когда те, которые пишут там свои комменты, надо их всех сажать, надо их вот так делать, вот так делать. То есть разжигается ненависть. Но это же недостойно главы республики. Это правильно раз. Вот пусть выйдет нам и объяснит. Значит, мы понимаем, что мы второсортные или третьесортные, что нас как продолжали все время обзывать разные нам прозвища нашим предкам и нам в том числе. Мы когда хотели вернуться, экстремистом я был, меня экстремистом назвали. За возвращение в Крым. Ну сколько это будет продолжаться? Пусть выйдет, скажет, пока я здесь или так. Вот мы хотим просто от него услышать, а не так в Facebook писать, то, что он же все-таки государственный служащий. Ну вот подробнее о том, что происходило под зданием Совета министров в Симферополе, мы поговорим с Шукри Сейдометовым, активистом, отцом арестованных по делу Хизбут Тахрир, да, преследуемых по этому уголовному делу крымчан. Шукри, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, что происходило под зданием Совмина. Ну, в 2 словах я попрошу вас рассказать, почему вы решили прийти именно туда, прийти именно к этому зданию. Ну, во-первых, это слова, высказанные и написанные в Фейсбуке нынешним главой Крыма Аксеновым. Во-вторых, это не первая, а уже вторая такая, как говорится, так называемая встреча, будем говорить, под стенами Совмина. Алло. Да-да-да, мы вас слушаем. Да. В-третьих, в этот день, это был в пятницу, моих 2 сыновей и их дядя проходило судебное заседание, где им должны были продлить сроки заключения под стражей. То есть моих детей и их дядю забрали 11 марта этого года по обвинению в причастности к Хизбут Тахрир, которые российские власти почему-то внесли в список террористических организаций. Услышав о том, что произошло на мосту, я подумал, что если завтра моих детей этапируют в Ростов, то меня ждет такая же участь. Я не смогу ни сам, ни мои родные, ни близкие проехать к зданию суда и хотя бы просто оказать моральную поддержку своим детям и родным. Это первое. А второе, слова, которые написал этот глава о поддержке терроризма, они были восприняты мной как угроза. То есть я вспомнил, опять же, слова своих предков, которые рассказывали о том, как в советское время детей отлучали от родителей, жен от своих мужей, чтобы они отказывались от них, так как им угрожали
длительные сроки, как враг народа. Все это привело к тому, что я пришел к этому зданию, но пришел не с просьбой увидеть этого человека. Я не хотел никакого желания, у меня не было никакого желания с ним разговаривать о чем-то. У меня было требование, чтобы он вышел и сказал все, что написал в Фейсбуке, людям в лицо. Чтобы он вышел, если он представляет власть на сегодняшний день в Крыму, чтобы он выступил и сказал людям это откровенно. А не спрятался за высокими стенами, за автоматами и так далее, и писал, строчил где-то на компьютере свои вот эти вот бредовые слова. Ну и такой момент, что безнаказанность в прошлом относительно чиновников, особенно в советское время, она порождает безответственность сегодня. Этот человек, пользуясь своим положением, разбрасывается словами направо-налево относительно нашего народа. Вот это все, в общем чертах, как бы толкнуло меня к тому, чтобы прийти под стены этого здания и выявить свое недовольство, негодование относительно действий руководителя российского Крыма. Шукри, ну вы говорили, что не первый раз уже представители крымских татар приходят вот под здание Совета Министров, просят, требуют, чтобы Сергей Аксенов вышел, да, и каким-то образом пояснил свою позицию. Здесь я еще должен сказать, что не принимает сегодня Сергей Аксенов участие в нашем эфире, но он может дозвониться и пояснить, что же он имел в виду, да, и ответить на критику того, что он написал, в частности, в сети Facebook. Но, Шукри, у меня к вам такой вопрос. Как вы думаете, есть ли шанс того, что Сергей Аксенов вообще выйдет из здания Совета Министров, что не вышлет к вам вместо себя какого-то клерка, да? Нет. Почему важно было прийти? Я не верю в то, что этот человек выйдет, потому что он не самостоятельная фигура, в моем понимании. Что он выполняет то, что ему указывает его начальство. Это практика еще с советских времен. Поэтому выйти и сказать народу, ну, это, скажем, не в его, будем так говорить, компетенции. Но в любом случае он не должен забывать, что любое сказанное им слово воспринимается не просто как Аксенов, а воспринимается как представитель власти. Поэтому он должен ощущать свою ответственность за каждое сказанное слово в адрес целого народа. Ведь сказанное им касательно родных и родственников, которые хотели посетить судебное заседание в Ростове, это не касается не 200 человек, это касается всего народа. Поэтому здесь оскорбление и угроза в адрес народа. А опыт, как говорится, прошлого показывает, что даже в советское время руководители такого уровня, они не могли выйти и что-то сказать вразумительное народу. Они могли просто сказать то, что им, как говорится, спустили сверху. В рамках, как говорится, тех ограничений, которые они могли озвучить. Поэтому не было надежды, что он выйдет. Но в любом случае проявить солидарность народа, проявить силу, проявить, что мы не живем по принципу, который существует у кого-то, что беда не в том, что корова умерла, а в том, что она живая у соседа. У нас принцип совсем другой. У нас менталитет другой. Мы все-таки крымские татары исповедуем ислам. И у нас пропагандируется принцип – это оказание поддержки друг другу. Поэтому попытки напугать и превратить, скажем, какую-то группу людей в определенную секту, а чтобы другая часть населения крымских татар пугалась этого и отстранилась от них, эти попытки, ну, с их стороны никогда не увенчаются успехом. Опыт крымско-татарского национального движения, он показывает, что народ в той или иной мере активно либо пассивно в любом случае поддерживает представителей своего народа. Шукри, я благодарю вас за беседу. Давайте далее послушаем, что сказал человек, который вышел все-таки к крымско-татарским активистам из здания Совета Министров Крыма. Сергей Аксенов к собравшимся крымским татарам, как мы уже говорили, не вышел. Вместо него вышел глава Российского государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев. И он предложил определить группу людей из 3-5 человек. Пообещал, что сегодня
сегодня, в понедельник, он устроит для них встречу с Сергеем Аксеновым. Давайте послушаем, как происходило это общение. Мы пришли к Аксенову, мы хотим его видеть. Пусть выйдет как глава республики и скажет нам всем, Давайте я почему он нас назвал давайте я вам террористом. отвечу. Значит, тех, кого это касается непосредственно, всех касаться не может. Всех касается. Касается. Зоны, здесь есть родители, политзаключенных, которые сидят в тюрьмах. Мы говорим о наших близких людях, которые сегодня находятся в этой ситуации. Которые сидят в тюрьмах. Есть предложение определить группу людей, 3-4 человека. Я готов сопровождать эту группу на встречу с Сергеем Валерьевичем, если есть такая необходимость. В противном случае, вот это я еще раз повторюсь, вот это наше собрание сегодня, хоть и на открытом воздухе, оно вне закона. Будет понедельник. Понедельник. Сегодня надо решить этот вопрос. Значит, На понедельник. Вот если бы у нас была коммуникация, и мне накануне, хотя бы накануне, или если сегодня утром кто-то позвонил бы, сказал: Александр, есть такая необходимость на встрече, я бы нашел возможность сегодня найти диалог с главой республики и попытаться его убедить, что сегодня надо встретиться. Вот так вот. Определите для нас зал, мы зайдем в зал. И вы тоже будете присутствовать, Значит, как председатель по межнациональным отношениям. И вот там мы в зале поговорим. Давайте в зал пригласите нас. Я еще раз повторюсь, и больше повторять это не буду. Если есть необходимость, а я считаю, что необходимость есть, определите группу 4-5 человек. Я готов ее сопровождать на встречу с главой республики. Ну вот это то, как проходило общение под зданием Совета министров Крыма. Напомню, что требовали собравшиеся крымские татары, чтобы Сергей Аксенов к ним вышел. Сергей Аксенов к ним не вышел, вышел Альберт Кангиев. И вот как происходило общение, мы только что с вами слушали. Я напомню, что это не первое публичное высказывание Сергея Аксенова о политически мотивированных преследованиях, где Сергей Аксенов считает их законными, чем и вызывает подобную реакцию среди крымских татар. Так, 9 июля 2020 года около 30 ветеранов крымско-татарского национального движения и родителей политзаключенных пришли под здание российского правительства Крыма в центре Симферополя в связи с очередными обысками у мусульман, большая часть из которых крымские татары. Участники собрания тогда требовали встречи с Сергеем Аксеновым, но к людям вышла работница аппарата правительства Крыма, подконтрольного России. Она утверждала, что Сергей Аксенов не имеет отношения к обыскам, задержаниям и арестам крымских татар. Вот такая история общения активистов крымских татар с Сергеем Аксеновым. У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире говорите. Доброе утро. Доброе утро. Да, говорите. Я с Феодосии звоню. Вот. У вас как-то в ЦРУшниках все притянуто за уши. Понимаете, я когда... Вот такие пушистые белые эти татары. Я когда в 89-м году продавал дом, вот, этот человек сейчас сидит в тюрьме, вот ему дали 12 лет. Он тогда говорил, что мы вашей кровью будем... Все, мы уводим вас из эфира, во-первых, потому что я первое, что скажу. Может быть, вы не на ту радиостанцию дозвонились, но в нашем эфире вообще нельзя допускать никаких дискриминационных выражений, связанных с национальностью, этносом, вероисповеданием и другими признаками. Да? Во-вторых, если уж вы хотите рассказать нам вот какую-то историю, там кровь какая-то, да, присылайте, пожалуйста, нам с документами, мы внимательно почитаем то, что вы нам пришлете. Еще раз говорю, что не стоит использовать эфир радио Крым Реалии для разжигания межнациональной вражды. Мы продолжаем эфир. 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться из территории Крымского полуострова и из территории соседней России тоже можно к нам дозвониться, но я еще раз напомню, и убедительная просьба соблюдать правила
хорошего поведения и не заниматься разжиганием вражды в нашем эфире. Это единственное, чего мы не можем толерировать в нашем эфире. Да? Распространение недостоверной информации и разжигание вражды. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что тема нашего эфира – это оскорбление, которое нанес Сергей Аксенов представителям крымско-татарского национального движения. Подробно цитату, да, то, что написал Сергей Аксенов в Facebook, мы слушали в начале обсуждения этой темы. То, что происходило под стенами Совета министров Крыма, тоже об этом поговорили. Далее мы продолжим наш разговор с Бекиром Умеровым, активистом крымско-татарского национального движения. Он с нами на связи по телефону. Бекир, доброе утро. Доброе утро. Итак, мы видим сегодня вот такую ситуацию, которая очень многим напоминает ситуацию в 80-х годах, когда было очень активным движение крымских татар за возвращение на родную землю, да, на территорию Крымского полуострова. И вот записи Сергея Аксенова, которые появляются на его странице в Facebook, очень многие сравнивают с оскорбительными сообщениями вот телеграфного агентства Советского Союза, которое в ответ на попытки крымских татар наладить какой-то диалог с советскими чиновниками и добиваться возвращения на родину, получили фактически очередную порцию огульных обвинений, да, в коллаборационизме. Вот давайте поговорим об этой ситуации. Насколько она вам, как ветерану крымско-татарского национального движения, напоминает то, что происходило в годы Советского Союза? Самое главное сходство в том, что крымские татары, как всегда, добиваются своих целей и выражают свои протесты к существующему положению дел исключительно мирными способами. Митингами, демонстрациями, пикетами, каким-то образом пытаются проинформировать общественность о существующем положении дел. Ну и неотъемлемой частью всех тоталитарных античеловеческих режимов является эта ложь, клевета, то, что используется пропагандой. А вот поведение чиновников, насколько оно похоже? Поведение Сергея Аксенова вот на поведение коммунистических партийных боссов, насколько для вас похоже? Здесь несколько есть существенных отличий, хотя есть сходство тоже, но отличие в том, что если говорить об застойном периоде, ну, периоде Брежнева, так скажем, поздний Советский Союз, все-таки там были какие-то правила игры, и они были мягче, чем сейчас. Скажем, ветеранам национального движения, которые реально боролись против этой власти за возвращение своего народа в Крым, преследования выражались, ну, даже сроки тюремные другие, однозначные цифры были, там, кому 2 года, кому 5 лет. Таких страшных сроков, более 10 лет, а не даже 15-20 лет не было. Вот. И тогда все-таки у чиновников какая-то была хоть идеология, она правильная была или неправильная, коммунистическая идеология. Сейчас никакой идеологии нет, правил игры нет. Я предполагаю, что есть сухая подлая арифметика, которая нужна для того, чтобы кто-то получил звездочки, звания, и вот они растягивают эти цифры арифметические по времени, по географии в разных районах и городах Крыма. Периодически возникают вот такие уголовные дела. Вот вы говорите о том, что раньше были правила, извините, что я перебиваю, говорите о том, что раньше были хоть какие-то правила, да? Можно какое-то практическое сравнение провести для того, чтобы нашей аудитории было понятно, в чем ситуация сегодня сложнее, чем ситуация, например, в 80-е годы, да? Что тогда получалось, что тогда позволяло сделать для того, чтобы отстоять свои права, и что невозможно сейчас? Тогда наиболее активных участников национального движения преследовали. И наиболее активные участники национального движения выражали свой протест. Там, допустим, даже переправить за границу какую-то информацию в виде фотографий или только текста считалось как бы измышление против порочащие советский социалистический строй. И вот на этих статьях людей преследовали. А сейчас
просто преследуют за то, что они, допустим, соблюдают каноны ислама. Но каноны ислама соблюдают намного больше людей, чем сажают в тюрьму. И поэтому я предполагаю, что сейчас у них нет какой-то идеи, а есть обычная арифметика. Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Бекир Умеров, активист крымско-татарского национального движения. Мы продолжаем эфир. 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир по этому номеру телефона. Звонки на него бесплатные. Анонимность мы вам гарантируем, если она вам нужна. Просто предупредите об этом нашего редактора. Вот Сергей Аксенов, о котором мы сегодня много говорим, тоже может дозвониться к нам в прямой эфир. Даем мы такую возможность. Приглашали мы неоднократно его принять участие в нашем эфире, но традиционно наши приглашения остаются без ответа. Тем не менее, может дозвониться к нам и Сергей Аксенов в любой момент, предоставить свой комментарий, и он будет опубликован, если это будет не в рамках прямого эфира, да, на сайте Крым Реалии, если он захочет каким-то образом пояснить свою позицию. В любом случае, если какая-то реакция Сергея Аксенова появится и позже, да, каким-то образом он захочет пояснить свои слова, конечно же, мы ее опубликуем. Итак, мы продолжаем наш эфир. С нами на связи Нариман Джилял, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, активист крымско-татарского национального движения. Он с нами на связи по телефону. Нариман, доброе утро. Доброе утро. Итак, по вашему мнению, ну вот мы видим, как складывается такой диалог, да, ну, по сути, во-первых, я попрошу сказать, вот по вашему мнению, есть ли какой-то диалог, можно ли назвать то, что происходит, да, каким-то общением российского правительства Крыма и между российским правительством Крыма и представителями крымско-татарского народа, и стоит ли такой разговор вообще вести? Ну, это сложно назвать диалогом, так как диалог все-таки предполагает, чтобы стороны друг друга слышали, стороны высказывали друг другу мнение и приходили к какому-то общему, да, результату, общему там выводам и так далее. Здесь ситуация совершенно иная. Власти Крыма особо не желают слышать людей, за исключением тех из крымских татар, которые они определили для себя в качестве некой формальной такой, да, стороны общения. Там представители, например, духовного управления, там представители ряда общественных организаций, которые возникли уже после 2014 года, некоторые лица, которых они определили как представителей во власть, там многие из них, как вы помните, поменялись за это время. А те, с кем они считают неугодными, нелояльными, неинтересными и так далее, с ними абсолютно никакого диалога не происходит. Иногда ради, там, я не знаю, демонстрации какой-то все-таки внимания посылают на переговоры там, чиновников пониже. Да? Вы помните, что не первый раз представители, например, родных или просто людей, которые поддерживают политзаключенных, приходили к Совету Министров, и к ним в первый раз выходили там тоже чиновники, это глава там Государственного комитета по межнациональным отношениям господин Кангиев, и там диалога тоже как такового не сложилось, потому что люди хотели, люди понимают систему власти, они понимают, кто принимает хотя бы здесь на уровне Крыма какие-то маломальские решения, говорят, мы хотим разговаривать с ним, то есть непосредственно там с Аксеновым, поэтому нам неинтересно общение вот с этим человеком. Поэтому я не назвал бы это диалогом, я не особо вижу вообще эффективность подобных попыток наладить диалог с той точки зрения, что поведение власти, оно здесь не спонтанно, оно имеет систематический характер. Да, вот об этом я хотел спросить, почему бы просто, например, не промолчать, да, не провоцировать волну недовольства. Почему это делает Сергей Аксенов, по вашему мнению? У него мы не можем, к сожалению, спросить, если будет возможность. Спросим, конечно же, но вот вы как думаете, почему он это делает? Очень просто. Несмотря на заявления вот и Аксенова, и ему подобных товарищей о том, что вот они за межнациональное согласие, они за мир во всем мире, они там
всех любят, уважают и так далее, это представители, вы это прекрасно помните, это представители определенного менталитета, определенной политической позиции, определенных политических взглядов и так далее, которые сегодня во всем мире принято называть, вот и известны под, там, как родители за русский мир, да, и вот эти люди, они имеют определенный набор, там, скажем, ценностей и так далее. Им свойственны шовинистические взгляды, им свойственны ксенофобское отношение и так далее, и так далее. Вся эта история, их любовь к другим людям, это всего лишь такая визуализация определенной политической доктрины Российской Федерации в плане, что мы всех любим. Ну, это вот такой, знаете, возобновленный Советский Союз, разговоры о дружбе народов и так далее. Что на самом деле совершенно не так. И поэтому Аксенов просто, мне кажется, не удерживается от таких вещей, чисто по-человечески, чисто вот как носитель, да, вот определенной идеологии, ему тоже хочется это сказать. Плюс, как мы видели под его постом по комментариям, на это обратили внимание некоторые крымские активисты, его взгляды, его реакции имеют достаточно много сторонников. То есть там люди писали чудовищные вещи, да вообще их там расстрелять, и всех там в Сибирь, и всех надо вообще сослать, всех надо пофамильно взять на карандаш, чтобы впоследствии контролировать там, и тоже, если нужно, достаточно жестко реагировать. То есть это на самом деле вообще ненормальные вещи. Ну вот смотрите, да, извините, что я перебиваю, я вот об этом хотел спросить, потому что происходит эта вся история на фоне преследования довольно большого количества крымчан, крымских татар по так называемым делам Хизбут-Тахрир, да, преследования, которые правозащитные организации международные называют политическим преследованием. И в этот момент мы видим, что подконтрольная Россия, глава Крыма, публикует в Facebook некие высказывания, которые провоцируют еще более радикальные высказывания. Одно из таких высказываний, вот мы слушали от человека, который дозванивался к нам в эфир немного раньше. Вот по вашему мнению, может быть, слова Сергея Аксенова стоило бы проверить, какой-то юридический анализ провести на соответствие антиэкстремистскому законодательству? Вы знаете, в данном случае можно это сделать, и делалось, и были такие прецеденты, ну, не в отношении Аксенова и других, но российское законодательство работает совершенно извращенным образом. Да? Когда нужно, человека за маломальски какое-то слово могут наказать, а когда это не угодно или в зависимости от того, кто говорит, за самые жесткие высказывания никому ничего просто не будет. Ну, или пожурят там и скажут ай-яй-яй. Вспомните, пожалуйста, был такой губернатор Севастополя господин Меняйло, который говорил о том, что крымские татары там с гор спустились, дикари и так далее. И один мой знакомый юрист тогда написал там возмутительное обращение официально. И власти что сделали? Они, извинились, даже не сам Меняйло, а просто там сказали, да, мы вот ему сказали, он больше так не будет. Вот максимум, чего сегодня можно добиться, и так далее, и так далее. У высказывания Аксенова с точки зрения законодательства, у него, видимо, советники или своя голова, или советники, в принципе, работают, и очень сложно прицепиться к чему-либо. Вот. Но другое дело, что его слова позволяют говорить или побуждают к очень неприличным высказываниям и оскорбительным высказываниям других. И здесь можно было бы индивидуально в отношении каждого действовать, но вы представляете, это какой объем работы. Мы делали и, как вы помните, и в отношении там высказываний в учебниках, и в отношении там иных каких-то вещей регулярно на это реагирует общественность, персонально или коллективно, через соцсети, или пишут заявления там в органы и так далее. Вспомните высказывания в ролике там некого историка Рудова. Мои коллеги официально обращались там в органы, и нулевой результат. Поэтому, когда система государственная, в том числе правоохранительная, в том числе судебная,
поражена этой же болезнью, что и вот люди, которые позволяют себе такие высказывания, ну, добиваться справедливости практически невозможно. Вот практически за редким, я не знаю, каким-то исключением, которое можно назвать просто чудом. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Нариман Джилял, крымско-татарский активист. Говорили мы о высказываниях Сергея Аксенова, которые спровоцировали, да, волну недовольства среди крымских татар. Говорили, да, о возможном, да, разжигании вражды в Крыму, и это было, да, очевидно, в частности, по тому звонку, который поступил к нам в течение сегодняшней программы. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как развивается эта история. Если Сергей Аксенов захочет каким-то образом прокомментировать свои слова, свои высказывания, каким-то образом их объяснить, то, конечно же, мы предоставим ему такую возможность. Сергей Валерьевич, можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Ну а мы продолжаем, переходим к следующей теме нашего эфира. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам по этому номеру, если вы слышите нас в Крыму. Мы продолжаем. Переходим к следующей теме. Поговорим о том, как Украина может остаться без вина с наименованием «Массандра». С 1 ноября заканчивается свидетельство на торговые марки, которым более века владеет винодельня в Крыму «Массандра». Это значит, что теперь государственный концерн «Массандра», зарегистрированный на материковой части Украины, может потерять право собственности на свое же вино и другие напитки. После захвата Крыма Россией крымские бренды «Магарач», «Новый свет», «Массандра» перерегистрировали в Киеве, но именно эта «Массандра» оказалась под санкциями украинской власти. Крым Реалии обратились в СНБО, СБУ и Минэкономики Украины, чтобы узнать, почему это произошло. Итак, давайте начнем с корня проблемы. После захвата Крыма Россией подконтрольные Кремлю власти Крыма решили национализировать украинскую «Массандру». На материковую Украину документы предприятия перевез Генрих Микаэлян. В 2014-м он был директором винзавода «Ливадия», который входил в государственный концерн «Массандра». Давайте послушаем его историю. Когда в 2014 году это случилось, все, я схватил, месяц я не мог понять, что происходит, потом я схватил печать, уставные документы, там выехал на материковую территорию, потом они там писали, что я украл у них печать, и что значит украл, если я привез по месту назначения все это, где оно должно находиться. В 2015 году «Массандру» перерегистрировали на материковой части Украины. Рабочую группу, которая этим занималась, возглавлял Александр Лиев, тогда советник министра аграрной политики Украины Алексея Павленко. Лиев утверждает, что сохранить крымскую бренд-марку в вопросе виноделия было крайне важно. Бренд «Массандра» удалось полностью перерегистрировать на территории Украины как юридическое лицо. В виноделии очень важен бренд. Это 50-60% стоимости товара. Так вот, бренд «Магарач», бренд «Массандра», всемирно известный бренд «Новый свет» — это бренды, которые имеют свою стоимость, и это ценные бренды действительно. Поэтому наша задача была спасти эти бренды. Проект «Крым Реалии» неоднократно поднимал проблему брендирования и производства крымских вин после аннексии. Регулярно записывались комментарии владельцев и директоров заводов, а также профильных чиновников. Отрывок из интервью с Генрихом Микаэляном, которое вы услышите далее, телепроект «Крым Реалии» записал в декабре 2016 года. Тогда предприятие развивалось, начало изготавливать вино из винограда, выращенного в Одесской области. Первые партии только начинают выходить с производства. Наше вино на закрытых дегустациях, подчеркиваю, дегустациях, где присутствует и крымская «Массандра» сегодняшняя, так называемая российская, наша. И очень многие на закрытой дегустации признают, что это вино гораздо качественнее, приличнее, чем то вино, которое сегодня производится в Крыму.
Крымская Массандра, которая осталась под контролем российской власти, даже угрожала судебным иском Массандре Материковой. В 2014 году генеральный директор оставшегося на территории Крыма винзавода Янина Павленко рассуждала о подлинности бренда и о том, что якобы зарегистрированная на материковой части Украины Массандра обманывает потребителей названием бренда. В первую очередь, украинские чиновники должны думать о защите прав потребителей и жителей Украины. И то, что сегодня происходит, безусловно, это вводит потребителей в обман. И, на мой взгляд, конечно, такая ситуация недопустима. Более того, это наносит серьезный ущерб имиджу предприятия «Массандра». До реального иска дело так и не дошло, а потом суд уже был не нужен. В 2017 году на материковую Массандру наложили санкции, и сделала это власть Украины. Предприятие остановилось. Под экономические ограничения попала Массандра, работающая в аннексированном Крыму. У предприятия и название прописано на русском. Федеральное государственное унитарное предприятие производственно-аграрное объединение Массандра, управление делами президента Российской Федерации, а также Массандра, которая работает на материковой Украине. Государственный концерн «Национальное производственное аграрное объединение Массандра». Сначала руководство материкового завода подумало, что санкции можно пережить, рассказал Генрих Микаэлян. В мае месяце в 2017 году указом президента на РНБО накладывает санкции на 1 год срока. Многочисленные письма наши не помогли, и подумали, что год, ладно, уже там ничего страшного, год санкций мы как-то переживем. Но в 2018 году санкции продлили. На дворе 2020, а материковая Массандра до сих пор под экономическими ограничениями от украинской власти, рассказывает исполняющий директора материковой Массандры Генрих Микаэлян. Если мы сейчас не продолжим патенты, то я боюсь, что мы потеряем предприятие. Поэтому мы начали сигнализировать во все инстанции. Пока нет. Ответов нет никаких. То есть все смотрят друг на друга, я так понимаю. Я смотрел эти письма, они отвечали: мы передали ваш запрос в РНБО, мы передали ваш запрос в СБУ, мы передали ваш запрос в Минэкономики. Журналисты телепроекта «Крым-Реалии» направили запросы во все эти структуры, чтобы понять, почему чиновники не снимают санкции с предприятия, работающего на материковой части Украины. И не случилось ли это по ошибке? В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства ответили, что инициировать снятие санкций не их компетенция. В Совете национальной безопасности и обороны написали, что для отмены ограничений им необходимо официальное предложение от Службы безопасности Украины. А вот в СБУ на момент выхода материала так и не ответили. Зачем против материковой Массандры вводили санкции и почему их не отменяют? Александр Лиев объясняет это некомпетентностью чиновников. Это объясняется обычным человеческим явлением, называется идиотизм, и ничего другого здесь не добавишь. Это не какой-то заговор, не какая-то там умышленная позиция, это просто чистой воды некомпетентность. И дальше нужно было заниматься этим Министерство аграрной политики, которое Министерством иностранных дел должно было бы организовать процесс, разделить, что под санкциями, что нет. Но вот как раз из-за санкций Массандра не может продлить свидетельство на собственные торговые марки. А сейчас у концерна 66 свидетельств на свою продукцию. Подробно об этой ситуации вы можете узнать из непосредственного материала коллег из телепроекта «Крым-Реалии». Этот сюжет доступен на YouTube-канале «Крым-Реалии». Возможно, вы сейчас как раз смотрите наш эфир или слушаете на YouTube-канале «Крым-Реалии». Вот там же вы можете найти полную версию этого материала и узнать об этой ситуации во всех ее подробностях. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир, вы можете дозвониться к нам по окончании прямого эфира. Номер телефона остается тем же, 8 800 10 06 926. Звоните нам, если прямого эфира в этот момент нет, ваше сообщение останется на автоответчике, мы его внимательно выслушаем. Также пишите нам на редакционную электронную почту, ее контакты вы можете найти
на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи, через которую с нами еще проще связаться. Ну и, конечно же, мы всегда рады общению с вами, в том числе и в социальных сетях. Пишите нам, звоните нам, предлагайте темы программ. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечерний эфир в 19:00. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Пока.